Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении 38-летнего Ильи Застеллы. Экс-директора одного из автосалонов обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Как доказало следствие, мужчина брал у своих друзей и представителей фирм крупные суммы денег под предлогом развития собственного бизнеса. Возвращать не торопился. Общий ущерб превысил 290 миллионов рублей. Какое наказание назначил суд, расскажет Нафиса Минязова. Под стражей Илья Застелла находится с ноября 2016 года. Согласно материалам уголовного дела, серию мошенничеств он начал за 3 года до задержания. Как установили следователи, с марта 2013 года директор одного из автосалонов предлагал ныне потерпевшим вложить деньги в его бизнес, связанный с куплей-продажей машин, и получать проценты. Однако обещаний мужчина не выполнил. На удочку бизнесмена попались как друзья, так и представители частных фирм. Своими действиями Застелла причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 290 миллионов рублей. Всего следствие насчитало 11 эпизодов мошенничества. По мнению гособвинения, подсудимый взял у 8 своих знакомых и 2 организаций свыше 136 миллионов рублей. В октябре 2016 года он и вовсе похитил автомобиль BMW X6, принадлежащий одной из нефтеперерабатывающих организаций. Стоимость автомобиля чуть меньше 3 миллионов рублей. Одного из потерпевших, владельца 4 фирм, обвиняемый убедил вложить крупную сумму в развитие бизнеса своего тестя по производству средств личной гигиены. Через некоторое время под видом прибыли часть денег он вернул. Остальные 151 миллион рублей присвоил. На предыдущих судебных заседаниях гособвинитель запросил для Застеллы 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину подсудимый, впрочем, не признавал. Выслушав доводы всех сторон, суд принял решение отправить подсудимого в колонию общего режима на 6 лет. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Вадим Ларионов, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ.